Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Вопросы улучшения оперативно-розыскной деятельности, раскрытия и расследования преступлений, а также усиления работы в части предупредительно-профилактических мероприятий были обсуждены на совещании, которое провел министр внутренних дел Гарри Аршба с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и начальниками городских управлений и районных отделов органов внутренних дел, сообщается на официальном сайте МВД. По итогам совещания министр внутренних дел поручил руководителям служб устранить имеющиеся недостатки. Кроме того, Гарри Аршба призвал весь личный состав органов внутренних дел к соблюдению служебной дисциплины. Персональная ответственность за исполнение уставных требований возложена на руководителей подразделений Министерства внутренних дел. Группой дознания от Кварчалского РОВД направлено поручение о проведении пожарно-технического экспертного исследования на предмет установления источника и причин возгорания автомобиля Mitsubishi Outlander, имевшего место во дворе дома номер 10 по улице Арзенба в городе Тхварчал. В распоряжение специалистов для исследования переданы обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия предметы, сообщает пресс-служба МВД. По заключению пожарно-технического исследования будет принято процессуальное решение. Напомним, что автомобиль главы Тхварчалского района Аиды Чачхалия сгорел рано утром в субботу 16 февраля. Девятипалубный теплоход «Князь Владимир» впервые причалит к берегам Абхазии этой осенью, сообщил в интервью нашему корреспонденту министр экономики Отгур Арзенба. Это стало возможным благодаря соглашению между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и фирмой «Черноморские круизы». В акватории Сухумского порта уже начались инженерные изыскания, которые должны оценить состояние морского дна. Смотрите репортаж Алики Трапш. «Князь Владимир» – комфортабельный девятипалубный теплоход, полноценный плавучий отель, в котором есть все необходимое для разнообразного и безопасного отдыха. На корабле могут разместиться почти 1000 туристов и 250 членов экипажа. На борту 360 кают, 4 бассейна с морской водой, спа-зона, 2 ресторана, кинотеатр, дискотечные и концертные площадки, детская игровая комната и многое другое. Лайнер работает во время туристического сезона с апреля по октябрь, и в скором времени «Князь Владимир» причалит к берегам Абхазии. Это стало возможным благодаря соглашению между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и фирмой «Черноморские круизы», подписанному в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Это соглашение стало продолжением той встречи, которая состоялась в ноябре между президентом Абхазии и Российской Федерацией. Там этот вопрос обсуждался, были даны соответствующие поручения российским профильным органам и Министерству экономики. Вот эти поручения отработаны, и вот это соглашение подписано. Туристы, которые пользуются этим видом транспорта, посещая город Сочи, до этого пересаживались в экскурсионные автобусы и посещали Республику Абхазия, потому что у нас очень много достопримечательностей, которые привлекают туристов. Чтобы упростить жизнь туристам, чтобы сделать Абхазию более привлекательной. Вот такая была идея озвучена, президент поддержал. Сейчас теплоход «Князь Владимир» курсирует по маршруту Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь, Сочи. В ближайшем будущем к этим городам добавится и Сухум. Пробные круизы состоятся уже этой осенью. В части экономических выгод, конечно, есть определенные выгоды, когда увеличится поток туристов, но это, конечно, не такой значительный будет поток, чтобы говорить о каких-то резких скачках экономики, но тем не менее есть вопросы больше символического характера. Мне кажется, что если такого рода корабль подойдет в послевоенное время впервые, это больше такой символический будет момент, связанный с тем, что Абхазия возрождается. Конечно, диверсификация транспортных путей. Вы знаете, что у нас только сегодня сухопутный транспорт, это железнодорожный и автомобильный. То есть аэропорт у нас, к сожалению, пока не работает. Поэтому это тоже дополнительная линия, которая открывается. Это только одни плюсы. Чтобы Сухумский порт мог принять лайнер, его дно должно соответствовать определенным требованиям. Госкомпания «Абхазское морское пароходство» уже начала морские инженерные изыскания. Работы проводятся с привлечением российских специалистов. По предварительным оценкам, дно акватории Сухумского порта в хорошем состоянии. В нашей компании проводятся работы по снятию остаточной минной опасности на акватории порта Сухум. На данный момент проведен первый этап изысканий. Мы сделали сонарную съемку, магнитометрическую съемку. Мы работали на акватории многих портов России и зарубежья. Я могу сказать, что состояние очень неплохое.
Вот. Есть какие-то определенные моменты, которые в дальнейшем должны будут водолазы обследовать, но на сегодняшний момент пока говорить рано, должны быть проведены все-таки камеральные так называемые работы, то есть работы в офисе по обработке материалов. После завершения инженерных изысканий и обработки собранных материалов водолазы приступят к погружению в воду. И только после этого станет известно о точном состоянии дна Сухумского порта. Что касается начала регулярного круизного сообщения между портами Абхазии и России, то его планируется запустить к 2020 году. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Курсанты Сухумского военного общевойскового командного училища Минобороны Абхазии в рамках проекта возвращения имени начали раскопки захоронений красноармейцев в поселке Бзыбь. Семья Канджаря ухаживала за могилой неизвестных более 70 лет. Во время Великой Отечественной войны группа красноармейцев оставалась в доме местных жителей. В 1942 году двое солдат были убиты и захоронены на небольшой поляне перед домом. Семья ухаживала за могилами, на которых не было ни табличек, ни обелисков, ни надгробных плит. В начале 2019 года хозяйка дома Нора Рабая решила обратиться к руководителю проекта возвращения имени Григорию Скворцову, но он сразу же откликнулся и решил провести раскопки. Я хотел бы сообщить, что это уже второе захоронение, которое мы обнаружили в ходе проведения проекта. Первое находится в районе села Ачиндары, там находится 5 красноармейцев. Второе находится здесь, в районе Бзыбского ущелья, здесь 3 красноармейцев. И тогда нам становится понятно, какая картина Великой Отечественной войны на территории Абхазии сейчас вот здесь вот развивается. Здесь тоже происходили бои, здесь тоже происходили какие-то столкновения, в результате которых гибли солдаты. И все местное население так или иначе было связано с этой историей. Но что еще более удивительно, какой нравственный, духовный, может быть, даже подвиг совершают эти люди, которые по наследству старшие родственники, умирая, передают младшим завет следить за этим захоронением. Поэтому мы и посчитали нужным сюда приехать. Сегодня Министерство обороны совместно с военным комиссариатом Республики Гагарского района Республики Абхазия выделил личный состав, который со специальной техникой приехал сюда для того, чтобы проверить участок земли, обозначить место захоронения красноармейцев и после этого совершить проверку наличия останков. Предполагается, что эти останки будут торжественно перезахоронены в братскую могилу, место которой мы определим. Открытый урок, посвященный здоровому образу жизни, прошел сегодня в 3-й Сухумской школе имени Юрия Воронова. Вовлечь как можно больше молодежи в занятия спортом и тем самым оградить подрастающее поколение от вредных привычек – главная задача организаторов мероприятия. Саид Джарсали расскажет подробности. Воркаут, альпинизм, скалолазание, практическая стрельба. Немногие знают об этих видах спорта, и даже если слышали о них, то никогда не имели возможности заниматься ими. Открытый урок, организованный сотрудниками управления внутренних дел города Сухум, стал для учеников 3-й школы настоящим событием. Детям были не только продемонстрированы снаряжения для этих видов спорта, они также имели возможность прикоснуться к ним и даже примерить на себя. Молодые люди с интересом слушали урок, задавали вопросы и отвечали на них. Мне понравилось то, что проводили такие уроки, потому что можно узнать много нового, много интересного. Узнали сегодня о здоровом образе жизни, о спорте, о разных видах скалолазания, о том, как одеваются скалолазы. Мы хотим чаще всего, чтобы эти лекции проходили очень много о разных темах, о спорте именно там. Допустим, там о футболе, баскетболе, волейболе и еще о разных видах спорта. Открытые уроки на тему здорового образа жизни – необходимые и важные мероприятия, которые ежегодно проводятся в общеобразовательных учреждениях республики. С недавних пор такие уроки Управление внутренних дел Сухума организовывает совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии. Сегодняшний урок провел Артур Витальев, участник образовательного проекта «Школа молодого лидера». Я рассказывал и пытался до них донести то, что спорт – это не только чисто качание бицепса, трицепса каким-либо железом или нарабатывание какого-то мелкомоторного движения. Это уже стиль жизни, это стиль, по которому движутся успешные люди, которыми, я надеюсь, они станут. В современном мире все больше молодежи подвергаются негативному влиянию улицы. Алкоголь и наркотики становятся смыслом жизни многих молодых людей.
вовлечь как можно больше молодежи в занятия спортом и тем самым оградить подрастающее поколение от вредных привычек – главная задача организаторов мероприятия. В рамках проведения профилактических мероприятий по ежегодному плану во всех школах города Сухум проводятся лекции к Дню здорового образа жизни. Наша задача заключается в том, чтобы учащиеся больше увлекались спортом и вели здоровый образ жизни. Подобные уроки – это пропаганда здорового образа жизни, занятия спортом, образованием. В период школьного обучения у ребенка должно сложиться правильное представление о том, что значит быть преуспевающим, достойным членом общества. Сейджер Салия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В Донецке прошел международный турнир по боксу, в котором приняли участие команды из Абхазии, ЛНР и ДНР, Армении и Южной Осетии. Наши спортсмены показали хорошие результаты, заняв призовые места в разных весовых категориях. Обладателями золотых медалей стали Айнар Джопа, Нестор Джанба, Алик Мельниченко, Рустам Трапезанян, Алмаз Адлиба и Владимир Хаджикян заняли вторые места, завоевав серебряные медали. С начала февраля из Абхазии в Сочи ввезли более 10 тонн мимозы. В сутки сочинские таможенники оформляют 1,5 тонны цветов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС России. В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше. Первые партии мимозы начали ввозить 7 февраля. Уровень воды в Джварском водохранилище на 19 февраля 2019 года составил 434 метра и продолжает понижаться в среднем на 1 метр и более в сутки. Полная остановка Ингургэс производится на отметке 420 метров. Во избежание этого республиканское унитарное предприятие Черноморэнерго вводит ограничения в подаче электроэнергии. С 20 февраля ежедневно до начала паводка в марте-апреле месяце с 11 часов до 14 часов подача электроэнергии будет прекращена на всей территории Абхазии. Данное ограничение действует до покрытия дефицита путем подачи электроэнергии из Российской Федерации. Кроме того, как сообщает РУП Черноморэнерго, 20 февраля с 11 до 15 часов в связи с проведением ремонтно-профилактических работ будет отключена подстанция Цабал. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ночью будет облачно, днем преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью 0,4, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.